Ну що, друзі, 20-та година за Києвом і 21-та за Кримом. Я вас вітаю усіх. Олег Борисов мене звати. Сьогодні будемо говорити, як завжди, на найактуальніші теми Криму, України, материкової. Ну а сьогоднішній гість у нас дуже цікавий. Чому цікавий, я поясню трошки пізніше. Це Євген Гайворонський, журналіст-блогер ялтинський, правильно? Так. Да. Одразу кажу, що у нас Фейсбук-трансляція вже триває, також Ютуб-трансляція триває. Можете долучатися туди, писати туди свої коментарі. Так само можете долучатися до прямого ефіру шляхом нашого вайбера, номер його зараз бачите. І так само скайп у нас працює. Скайпуйте на atr.tv, логін. І так само номер нашого вайбера плюс 38, це код України, 073 419 41 58. Дзвоніть, будь ласка, у прямий ефір. Ставте питання пану Євгену Гайворонському, а я сподіваюся, що у вас до нього багато питань, особливо, якщо згадати 2014 рік. Ви знали, да, що ми цю тему піднімемо. Давайте подивимось, як пан Євген реагував у 2014 році на те, що Крим повернувся в родную гавань. Давайте подивимося до розмови. Я ощутил великолепный, настоящий русский дух, настоящую атмосферу счастья. Сегодня именно вот такой очень торжественный день, которого я ждал 23 года. Ось. А зараз маємо синьо-жовтий шарфік, браслет синьо-жовтий. Ви у Києві. Як так вийшло? Що ваша така от свідомість одразу Ну, я, змінилася по-перше, протилежно? хочу сказати, що я 6 років прожив у окупації, і зараз я тільки відновлюю свій рівень спілкування пісенною та різнокольоровою українською мовою, тому буду відповідати більшу часть російською. Відповідаєте взагалі російською, тож не принципово. Я українською буду, бо для мене це принципово. Так. А ви українською, будь ласка. У нас жодних обмежень. Тобто, і через вас, знаю, що вас дивляться фани Скабєєвої і Руського міра. Одразу хочу сказати, що у нас мовне питання – це суто політичне питання. Так. Жодних обмежень мовних нема, тому спілкуйтесь російською на здоров'я, будь ласка. Добре. То розказуйте, як так вийшло, що з триколора в двоколор перейшли? Я хочу сказать, что у меня реально была детская мечта жить в Ялте, да, то есть, вся моя жизнь была посвящена этому любимому городу, и я с позиции лучшего журналиста Донецкой области уехал в Крым, в Ялту, потому что было предложение развивать уникальный проект монорельса, то есть Ялта, Алушта, Симферополь, Севастополь, кольцевой, то есть, для украинского Крыма это был бы очень туристически перспективный инфраструктурный проект, тем более, экологичный. Вот. Ну, еще когда я в 2013 году подошел к людям, скажем так, вхожим там к Ренату Ахметову, к Борису Колесникову, которые, играли очень большую роль в те годы, они сказали, что такие события грядут, что пока не до этого. Может быть, они что-то уже знали. И вот я, когда дауншифтер, уехал в любимый город, то есть 13-14 год, честно скажу, я там голодал, было тяжело, потому что проект монорельса не пошел. Меня там звали в Донецк, в Киев, в Москву вернуться в журналистику. Но я для себя знал, что я хочу дальше жить в Ялте, поэтому отверг все эти предложения. Потом я наблюдал все эти позиции, но я честно скажу, что я был далек тогда от политики, да, то есть я наблюдав за происходящим як чисте сознання. Але ж, якщо я не помиляюся, ви у 2014 році працювали у якомусь там громадське об'єднання, чи то видання було «Народне ополчення», чи щось таке Нет, это была общественная организация «Народное единство». І саме вони збирали підписи за референдум 14-го. Да, я это все наблюдал. Потом в апреле у них была, я так понимаю, по разнарядке из Москвы серия митингов за то, чтобы там аннексировать Донбасс в Россию. Я, проходя мимо, мы с ними разговорились, да, я сказал, что я там журналист из Донецка, сейчас вообще нет средств существования. Они такие, давай пойдешь к нас, будешь у нас пресс-секретарем. Вот, я в общем-то пошел, за скромные деньги работал. Скільки це тоді було? Это было где-то 4, пока были гривны, мне платили там 50 гривен в день, то есть мне там, да, мне хватало на самую скромную там буквально комнату, да, на самую скромную еду. Вот. Но мне как-то что понравилось, да, то, что, будем справедливы, то есть в внутреннем общении эти ребята, они сказали, мы хотим помогать людям, да. И я это, воспринимал, знаете, такой год там очистки кармы, позитивной кармы, потому что политических вопросов, прям так. Я этого тогда еще не понимал, не было, то есть через меня прошли там 1000 ялтинцев, да.
я узнал все их проблемы. Ну, и во многом благодаря этой общественной организации и началось мое прозрение и понимание того, что на самом деле происходит. Ну, але ж дивіться, у 2014 році, от ми, до речі, перед цим ефіром з вами, я спілкувався з Айдаром Муждабаєвим, якось нас зачепила з ним розмова щодо вас. Нічого поганого, ніхто нічого не говорив, але от ми зупинилися на тому, що нам стало незрозуміло, як так вийшло, що усі здраві люди у 2014 році вони розуміли, що відбувається. А ви так радикально кричали 23 роки, я цього чекав, і що воссоединення, родная гавань. Слухайте, весь світ тоді побачив кадри, коли БТРи заїжджали на територію Криму, там, коли броневики, коли люди ці от зелені чоловічки. Ну це ж ще було зрозуміло. Знаєте, я от коли готувався до інтерв'ю з вами, у мене складалося відчуття, що от у вас тоді було фінансове становище більш-менш нормальне, а потім, коли ви стали непотрібні окупаційній владі, вас видворили. І ви почали тепер з прапорами України, з там двоколорами там, і так далі, триколори всі поспалювали, Путіна обзиваєте і так далі. От мені цікаво, що змінилося у вашій голові буквально за такий короткий період. Вообще не так. На самом деле вот денег не было вообще. Конец 13-го, начало 14 года. Там. Чтобы было понятно про БТР и про вот это вот 23 года, я вам скажу так. Я на самом деле был как дауншифтер, я думаю, люди как бы с Крыма скажут, что у меня вот Wi-Fi появился в той комнатке, что я снимал в 2016 году. То есть я, в принципе, не получал какой-то альтернативной информации весной 2014 года. Тобто, можна сказати, що ті люди, які були на площі, як ця площа, до речі, зветься, де от ви кричали, що Это Крим была наш? набережная Ялты, я вам скажу так. Я как бы так, подумал, что такого прикольного исполнить, что по телевизору показали. В общем-то, исполнил. Теперь я понимаю, что была большая глупость, но я в прошлом году за это как бы извинился перед всеми. Я считаю, как бы, что извиняться, нужно один раз, да, и потом, уже я как бы готов отвечать на этот вопрос. Извинения я вже принес, ще год назад. Ще коли Рефат Тагачубаров, він дав коментар щодо того, що вас депортують з Криму, ви там підписані, от і я вас презентував тут на АТР, як Євген Гайронський, журналіст та блогер. А як же можна вас називати журналістом, якщо ви так однобічно у 2014 році сприйняли всю інформацію без аналізу другої сторони? Журналістика – це ж першочергово, я це баланс новин. журналистики именно тогда не работал. Я журналистики в конце 2013 года ушел из донецких новостей. И я бы хотел еще добавить момент про вопрос о деньгах. Да? То есть на самом деле по деньгам у меня было бы все хорошо, если бы я остался с россиянами, потому что мне как бы близкие генерала Туманова предлагали другой паспорт с другими цифрами сделать. Достаточно хорошие там знакомства были, подходили бизнесмены, говорили, вот Аксенов дебил, своими руками сделал на врага русского мира. Давай мы тебе $1005 дадим, ты будешь сидеть, просто молчать, потому что реально больно, репутационно большие потери Россия несет. Я все эти предложения отверг, потому что, это опять же вопрос какого-то духовного роста, осознания происходящего, и вообще я вижу, что оно как к чему идет, и я понимаю, что какое-то нормальное будущее, возможно, если мы вот эту всю оккупацию ликвидируем, и будет такой же нормальный свободный мир, как в Украине, потому что у России вообще нет будущего, это реально тюрьма. Коли ви почали називати анексію, окупацію Криму саме окупацією? С марта 2019 года. А до цього всі ці роки? Ну, що думали, як сприймали? Бо ви почали, я пам'ятаю, ми вас включали на АТР, на ранковий ефір, і ви там вперше заявили про занедбання Ялти, що там вирубають ліси і так далі. Але ж ви тоді ще були в Ялті. То як ви тоді висловлювались? І яка у вас тоді була вже позиція? У меня позиция была даже раньше марта 2019 года, просто, скажем так, чтобы достичь каких-то целей, да, потому что, опять же, когда мне пришло это понимание, потому что я очень много расследовал в Крыму, да, я боролся с ОПГ Сейлем, которая сейчас во власти, и у меня возникла идея развалить их внутри, стравливать их друг с другом, да, то есть это вот кейс Туманова, который закрывал Ростенко, и которого я возил по южному берегу Крыма, передавал ему документы, показывал, где что делали Ростенко и Аксенов.
и мне Туманов сказал, что вот как бы Поростенко по Аксенову стопроцентная статья бандитизм, и им как бы светят очень большие сроки, я их закрою. Що, чи знали ви, ну якщо от ми умовно вже створили дату приблизно, що це 19 рік, коли ви нарешті зрозуміли, що це окупація і Росія країна-окупант. Чи чули ви, як журналіст, ви ж тоді вже були журналістом, блогером, про затримання кримських татар, про затримання українців на території окупованого Криму? Чи чули ви про це? Чи знали ви про це? Я вам скажу удивительную вещь, ну поймите меня правильно. У меня на какой-то период даже была такая мысль, что, ну, я лично общался с крымскими татарами, у меня как бы там много друзей есть, да. Я даже еще в 16 году помогал крымско-татарской бабушке-инвалиду из Звездочки, чтобы ей дали нормальную квартиру. Вот, и я просто увидел, что, ну, как бы абсолютно, ну, нормально, адекватные, позитивные люди, там, даже позитивнее, адекватнее большинства вот россиян. И я, если честно, думал, что все эти задержания, это как бы фейк, что это Аксенов создает имидж такого вот как бы зла, да, чтобы отвлечь внимание от своего воровства и коррупции. И только потом я понял, что реально люди страдают, что их задерживают. И то есть это, ну, это вообще лютый беспредел, это, конечно же, геноцид. Тобто, згідно з ваших слів, можна зробити висновок, що Крим у у повному тотальному інформаційному вакуумі? Вообще, в беспощадном вакууме. Про що вам говорить цифра 115? Это число крымских татар, находящихся в местах лишения свободы в России? Не лише кримських татар, але й українців, так само, так. Да. Як бачите зараз їх звільнення? От порівнюючи те, що ви прожили під окупацією, зрозуміли, що це все ж таки окупація минулого року, і зараз знаходитесь на материковій Україні. Який бачите вихід із ситуації, і як би звільняли кримських татар і українців, які незаконно ув'язнені у окупованому Криму? Я считаю, что как бы, ну, мы понимаем, что 21 век, да, что информационное поле, семантическое поле, что вот это вот и оказывает очень большое влияние на происходящее. Поэтому нам, во-первых, нужно кардинально переломить информационную войну, да, развенчать всю ту ложь, всю ту пропаганду, всю ту информационную гниль, которую массированно Россия накачивает в мозги людей. И очень важный момент – это именно экономика, потому что, опять же, там, с 1980 года все противостояния в мире, они происходят именно на экономических рельсах. Я как бы готов это подтверждать, да, это государственная тайна, что в Керчи очень большое нефтяное месторождение. И что одна из главных причин аннексии Крыма, потому что Путин хотел захватить это вот месторождение. И вот именно санкции, главный их плюс, то, что Россия и Путин, они не получают технологий, которые позволили бы им эту нефть добыть. А поскольку сама модель путинизма, она привела к тому, что вся интеллектуальная элита эмигрировала из страны, своими силами они технологии добыть не могут. Но я считаю, что поскольку, ну, Россия в своей агонии совсем перешла уже к беспределу, да, вот сегодня я слышал там Олега Приходько, новый виток репрессий против него произошел. Поэтому я считаю, что нужно экономические методы давления усиливать. Тот же самый SWIFT россиянам отключить. У них же вся модель построена, что близкий круг Путина из ОПГ «Озеро», они воруют внутри страны вот с этих вот потоков нефтегазовых и выводят все за границу. У них паспорта у всех иностранные, у них все семьи живут за рубежом. Отключить им SWIFT, я думаю, очень быстро все украинские политзаключенные вернутся домой, и Крым тоже вернется домой. Чи зустрічались ви з Аксьоновим? Можливо, особисто з ним знайомі? Я с Аксеновым встречался еще в 2016 году в гостинице «Ялта». Я хочу сказать, что я долгое время занимался именно написанием статей про наркоманию. Мой близкий друг Александр Закревский, ученик Довженко из Феодосии. И вот когда я посмотрел на Аксенова, у меня сложилось впечатление, что он амфетаминовый наркоман. Потому что в качестве журналиста «Комсомольской правды» тогда еще я ему задал несколько вопросов. Он отвечал не впопад, у него вот мимика лица была, да, то есть вот манера построения речи, вот как именно у амфетаминовых наркоманов, которые я видел в наркологическом диспансере в Донецкой области, когда мне Закревский показывал, что это и как это работает. Еще одна встреча с Аксеновым. По его же он хотел, чтобы состоялась 6 марта 2019 года, когда я приехала в Москве-шоу, 12 автоматчиков, которые мне вывернули всю квартиру, там, нагнетали там, ну, там, моих там, родственников, которые тоже оказались в тот момент в той квартире. Мне такой мужичок в пальто лысоватый, может быть, это и был этот самый Уткин, начальник центра пресловутого, сказал:
Либо ты сейчас едешь к Аксенову, он нормальный мужик, вы с ним договариваетесь, либо, ну, как бы ты будешь уничтожен. А почему едешь к Аксенову? Он мне сказал, у нас полный провал в информационном поле, и нам очень важен такой шаг, что такого как бы лидера вот оппозиции к Аксенову переманить на свою сторону и как бы лишить все сопротивления какого-то, вот, так сказать, острия. Ну, я ему как бы сказал нет, да. И я хочу сказать, что именно многие вопросы, они реально решаются, ну, вот, какой-то личной силой. У россиян, они вот, знаете, вот как бы тяжелая система, она вот вся как бы закостеневшая, да, она не мобильная. Они привыкли, что вот народ по умолчанию должен терпеть, народ по умолчанию боится любого силовика и принимают условия. А когда ты начинаешь жестко контратаковать в разговоре с ними, вести себя нестандартно, нетипично, ну же он будет. В психологии есть такой метод провал маятника, да, там. Вот, ты как бы, у тебя есть шанси вистояти. Тобто погрози на вашу адресу були? Погроз було дуже багато і мені, і моїм близьким, але я це вистояв, витримав. Коли ви зрозуміли, що вас видворять або ув'язнять у Криму? Ну, я как бы угроза того, понимаете, я с марта того года, когда я уже понял, что пришло время, так сказать, начинать уже активную фазу борьбы со всем этим, я, если честно, вот почти год жил в постоянном каком-то стрессе, потому что я знал, что меня в любой момент могут там схватить на улице, могут покалечить, могут какого-нибудь там ублюдка подослать, чтобы там меня побили. Там были случаи, что меня сотрудники Центра на улице хватали, били головой об машину, запихивали, вывозили. То есть я понимал, что может быть все что угодно. Честно, вот верил в какую-то счастливую звезду, в какую-то личную там силу, да, в справедливость. Что касается депортации, то это действительно вот удивительная история, как я вот оказался в Украине, ну, скажем так, определенные люди, кому положено как бы всю суть, знают, чтобы из-за соображений безопасности этих лиц я эту историю расскажу там, ну, там через какое-то время, да, потому что сами сотрудники Центра мне прямо говорили, что мы тебя отправим в подвалы ДНР, так называемой, потому что у меня в паспорте стояла, ну и стоит прописка по Донецку, в паспорте гражданина Чи не Украины. боялися, що туди вас відправлять? В Донецьк, так званий ДНР. Ну, как бы ради того все и затевалось. Конечно, это страшно и неприятно, но я как бы ну, максимально вот вложил там все, что бы у меня было, чтобы хотя бы какой-то там шанс из миллиона, если он будет использовать. Действительно, вот просто удивительные события произошли в той тюрьме, и этот шанс удалось использовать. То есть там куча стечения обстоятельств. Ви співпрацюєте зі Службою безпеки України? Допити вже у вас були якісь? Ну, допитів якийсь не було, но я со своей стороны я готов максимально предоставить всю информацию, то есть это как бы естественные мои союзники для моих целей по победе в информационной войне и по деоккупации Крыма. Ну, насколько я вот понял из общения, скажем так, с компетентными людьми в Украине, мне сейчас в первую очередь нужно сотрудничать с прокуратурой, именно вот туда писать все заявления, и как бы я уже предварительно договорился, на следующей неделе собираюсь с ними встречаться. Я так розумію, що вам є щось розповісти про ту окупаційну владу? Есть Служба очень безопеки много чего рассказать. Да, я бы как бы вот сейчас, пользуясь тем, что я уже в Украине, что я в свободном мире, я бы хотел сказать вообще очень важную вещь для понимания всего происходящего. Ну, скажем, как есть, да, большая часть моей там работы, деятельности, именно как журналиста, как общественного деятеля, была посвящена борьбе именно с Аксеновым, с Ростенко, с ОПГ-Сейлем и с их действиями по уничтожению вот именно вот Ялты, Крыма. Они как вот вирусы, вот знаете, как вот онкологические вирусы, которые вот убивают и оставляют за собой безжизненную пустыню. И я пока еще как бы у меня ну, были какие-то надежды, что может быть удастся вот стравить все эти как бы силы в российской вертикали. И учитывая то, что в российской вертикали все построено на том, чтобы у силовиков и у Путина был максимум компромата, да, то есть все как бы его дальнейшие фигуры, они подвешены. Я общался там с очень высокопоставленными сотрудниками ФСБ и МВД, которым я передавал материал. Поскольку, ну, я как бы как человек, ну, скажем так, позитивный, да, не хищник, в отличие от них, многие ко мне относились хорошо, да, я бывал там, ну, за столами, в общем-то, в такой доверительной атмосфере. И я услышал очень интересные вещи. Они мне говорили, что, скажем так, есть такая версия, что очень давно Путин подвергся изнасилованию, это вот психологическая и физиологическая травма и является вот причиной того, что все остальные его действия в жизни вот такие. И понимаете, отсюда у нас появляется очень интересный взгляд на происходящее в России. Ну, как бы это страна-тюрьма, это нам всем понятно, да, то есть
В российской тюрьме люди вот с такими вот проблемами, как я озвучил чуть ранее, они обычно в самых плохих камерах, да, и выполняют самую плохую работу. А в России, которая официальная, за пределами тюрьмы, получается, вот человек с такими проблемами, он ее возглавляет. То есть по тюремным понятиям любые контактирующие и общающиеся, они отправляются в такие же худшие камеры, да. А в России официальной они всем возглавляют, да. То есть такое вот парадоксальное вот бандитское зеркало, вот такой вот змей Урборос, пожирающий сам себя. У нас є питання на під нашою трансляцією у Фейсбуці. Я зачитаю кілька повідомлень. Чи ходили ви на березневий концерт з Путіним на річницю окупації у березні 2019 року? Нет, в марте 2019 року я вот решил максимально испортить Путину пятилетие оккупации, поэтому именно в эфире канала АТР я вот высказал четко и правильно суть всего происходящего. І люди, взагалі, от редактор мій мені підказує, що пишуть негативні коментарі щодо вас. І пишуть, що одного вибачення недостатньо. Каятися будете? Я в марте прошлого года уже покаялся и извинился. Я хочу сказать так. Я никому как бы, не давал присяги. Я как бы гражданин Украины. Если вот так вот рассматривать, давайте мы сперва спросим с Януковича, с Лебедева, которые готовили как агенты Путина сдачу Крыма и развал украинской армии. Давайте спросим, почему до сих пор в Сумской области работает завод Лебедева, уже 20-й год, да, то есть человек, который сдал Крым, имеет бизнес в Украине. Поэтому давайте сначала с ними разберемся. Я лично за собой никакой вины не чувствую, тем более, я вам уже сказал, если бы меня интересовали сугубо деньги, какие-то блага, я сидел бы себе спокойно в Крыму и прикуривал бы с этих оккупантов. Російський паспорт у вас є? Нет. Ви його здали чи як? Ви ж отримували його, так? Да, я его сдал. Я в марте прошлого года написал заявление на отказ от российского паспорта, и я его написал специальным образом, именно ссылаясь на пункт 4 статьи 15 Конституции РФ о примате международного права и о нормах Будапештского меморандума. И во всех делах, во всех тех преследованиях, которые были с марта прошлого года, я всегда писал, что считаю вас в принципе нелегитимными, потому что на основании даже вашей же Конституции РФ Крым это Украина. Потому что пункт 4 статья 15 Будапештский меморандум, договор о дружбе и сотрудничестве. Тоді на що отримували паспорт російський? Ну, Там же багато хто з кримців досі має український паспорт. І досі, там є випадки, але багато хто відмовився від російського громадянства і проживає там за українським паспортом. Я вам хочу сказать, во-первых, защиту людей, оставшихся там, в принципе, не имея паспорта, там выжить нельзя. И как бы обычные люди, они, чтобы получать какую-то медицинскую помощь, да, какие-то деньги получать, как-то кормить детей, там, отдавать их в школу, получают. Почему я получил? Опять же, в 2014 году у меня не было уровня этого понимания, да, может рассматривать некий такой журналистский эксперимент. Вот как бы получил, чтобы была возможность как-то поработать, посмотреть поглубже. Тем более тогда проблемы получить не было, потому что мне вот этот юрист Александр Стасюк сказал, всем вот Россия раздает, давайте безделаем. С Москвы спустили методичку, то есть определенный шаблон заявления в суд, по которому юристы делали такие заявления об установлении факта постоянного проживания, и людям массово раздавали паспорта. Насколько я знаю из общения с высокопоставленными там российскими силовиками еще с тех времен, в Крым было завезено 4 миллиона паспортов российских, а, как мы знаем, население было 2 миллиона в 2014 году. То есть это такое. И вообще все эти паспорта, они нелегитимны даже по российским внутренним законам. Начиная от оформления печати, то, что они выданы ФМС, АМВД, то есть это все фейковые документы. У 2014 році, здається, ви сказали, якщо не помиляюсь, ви переїхали з Донецьку до Криму, В правда? 13-м. В 13-му? Да. За цей час ви перетинали адмінмежу? Їздили на материкову Україну чи на окуповану територію Донецьку? Нет. И вот когда меня вот незаконно... Тобто ви весь час були в Криму? Да, и вот этот весь мой вопрос, когда меня 20 декабря они погрузили в эту свою скотовозку Ладу Ларгус и повезли в тюрьму депортационную. То есть, получается, они создали прецедент, что у меня в паспорте по всем базам Росграницы нет пересечения российской границы. То есть, как они вообще могли принять решение меня выдворить, если предположить, да, их логику, если я не заезжал, да? То есть, я как бы, и тем более по всем законам Крым это Украина. То есть, они незаконно меня вывезли с территории Украины в Краснодарский край, и там, в общем-то, я оказался в омерзительных, ужасных условиях. Вот такой был момент. Чи багато людей у Криму на той час, коли ви ще підтримували анексію Криму, підтримували безпосередньо Україну?
і все ж таки вважали і досі вважають, що Крим це Україна і Крим Что анексований. касается 2014 года... Підтримка маю на увазі. Підтримка людей взагалі, яка там в Ну, Криму? підтримка людей України була, але у 2014 році так звані байкери, там нічні волки, вони там били людей там битами, там, цепями, вот. То есть это я как бы так со стороны краем глаза видел. Видел, как в КЧФ была куча людей там, ну, в балаклавах. Ну, это так воспринимал, честно вам скажу. У меня да вообще есть нечего было, поэтому я в первую очередь думал о пропитании, не о том, чтобы осмыслить кучу вооруженных людей там в санатории КЧФ в Ялте. Вот. И плюс я вам хочу сказать так, то есть, ну, это как бы сегодня всем понятно, что еще всем социумом во многом управляет телевидение, да, потому что есть нейрофизиология зрения, там, нюансы восприятия. И, в общем-то, так называемый расизм, я вот могу с уверенностью заявить, что это некая энергоинформационная технология, некое вот заболевание, которое насильно внедрили в Крым. То есть какие-то люди, у которых некий здоровый, может быть, подбор, они с самого начала все поняли. Большая часть оказалась поражена. По состоянию там, на 18 год, там, уже там, на 19 большая часть уже категорически против России. Когда меня боевик Слепинин там, в Гурзуф позвал к себе, когда я приехал к нему там, поговорить, я обнаружил 2 сотрудников управления контрразведки ФСБ по Краснодарскому краю, они мне прямо сказали, по нашим скрытым опросам и анализу, большая часть Крыма уже за возвращение в Украину, потому что убита вся экономика, убит весь мелкий средний бизнес, холодильник победил телевизор, и люди стали настолько хуже жить, что уже они очень жестко против России. Вот у тебя шанс выжить, либо ты начинаешь на нас работать, бороться, так сказать, с проукраинскими настроениями, либо там, ну, ты будешь уничтожен. Я им как бы сказал нет, да, то есть вот как бы вот я решил такую линию провести, мне удалось ее провести, поэтому на сегодня там все люди, как, ну не все, но очень большая часть, они уже именно за возвращение Украины, потому что уже вопрос не какой-то там политический, там, патриотический, это уже вопрос качества жизни, это уже вопрос выживания, потому что посмотрите, что там делается, там детям в школах уродуют психики, их учат там разбирать, собирать автоматы, их настраивают, что там Россия там в кольце врагов, да, нужно идти там убивать врагов русского мира. Я еще когда работал в «Комсомольской правде», там небольшое время, я ездил в Артек и наблюдал, как там Артек превратили в какой-то лагерь юнармия, да, и, допустим, даже была такая политика, что статья про то, что в Артеке там организуют юнармия, и типа это гуд, там 1500 рублей стоила, а обычная там статья, к примеру, там 50 рублей на сайт, да, то есть этот весь мрак. Плюс нет лекарств, плюс продуктов питания нет, там опасная химия. Из-за этой опасной химии в продуктах питания люди там очень серьезно стали болеть, а при этом же развалена медицина, то есть они не могут получить качественного лечения. И вот все эти события, они очень серьезно влияют. Плюс и вопрос воды, да. В Северном и Центральном Крыму воды уже вообще нету, да, потому что закрыт канал, по которому раньше поступала вода из Днепра. Жадность Аксенова и Константинова, которые за деньги от Фирташа все грунтовые воды Крыма отдали ему на заводы в Армянске и Красноперекопске, да, привела к тому, что тот небольшой запас грунтовых вод в Крыму уже к 2016 году был исчерпан, и пошло массовое засоление вод. Даже российские эксперты, российские специалисты это признают. И это очень страшно, на самом деле это страшнее, чем Чернобыль, просто это замалчивается. Я просто не представляю, какого размера должна Украина получить с России компенсации, чтобы восстановить вот эту вот часть Крыма после вот этих вот всех трагических явлений. Чого, на вашу думку, зараз найбільше боїться окупаційна влада? Тому що щоразу бачимо, що настрої тих, хто кричав, що Крим наш, і радів поверненню Криму в родну гавань, зараз або замовчуються, або потрошку все ж таки висловлюються і дивляться, ну, розкривають собі очі, що все ж таки окупант є окупантом, і життя краще не стало. Чого боїться насправді оккупационная влада зараз? Правды боится, и боится интернета, потому что давайте посмотрим, официальные пропагандистские рупоры Кремля, там то же самое «Комсомольская правда», там местные СМИ, у них вообще там мизерные просмотры, там 2-3 лайка, а вот то же самое ТР, Крым Реалии, там обозреватель иногда пишет, они массово распространяются в Крыму, люди их читают. Как бы, ну, вот то поколение, пенсионеры, которые привыкли получить информацию с телевизора, оно в силу естественных причин, там, ну, многие уже ушли. Больше молодежь, среднее поколение. Среднее поколение молодежь, они все живут в гаджетах, да? Они получают новости с интернета.
И вот это вот то, что правда начинает преобладать, просто приводит в ужас. А также, я так понимаю, оккупанты начинают понимать, что вся эта история, она однозначно проигранная, да, то есть Крым, вот именно им Путин подавился, именно этим, вот его аннексия, Российская империя зла нынешняя, она и закончится. Я знаю, что и Аксенов, и все эти сотрудники МВД и ФСБ, которые как бы вот они как раз давали присягу Украине, и они нарушили присягу Украины, когда перешли в оккупационную МВД и ФСБ. Они всего очень боятся. Вот, допустим, меня везли на судилище, там, 5 сотрудников в центре в одной машине. Я им сижу, там, Крым это Украина, там, вы оккупанты, там, гореть вам в аду. Они такие, закрой свой рот, не говори. Так, ребята, я один, я маленький худенький парень, окруженный вами в машины, и вы моего слова боитесь, у вас 5 здоровых мужиков. Мне кажется, это показательно. Я нагадаю, що ми з Євгеном Гайворонським, журналістом і блогером, спілкуємось. Ви можете безпосередньо, наші глядачі, дзвонити нам в ефір, ставити будь-які запитання. А дзвінки абсолютно безкоштовні, згідно з тарифами вашого оператора. Це дзвінки на Viber через інтернет. Зацитую номер +38 073 419 41 58. Можете дзвонити. І Євген Гайворонський – це саме та людина, яка 23 грудня 2019 року Ялтинським міським судом, так званим, ухвалив рішення видворити з окупованого Криму журналіста Євгена Гайворонського, який нині у нас в студії. У листопаді так званий суд в Криму штрафував пана Євгена на 30 тисяч рублів за пост в соцмережі Facebook, в якому той, за версією кримських так званих правоохоронців, назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна нецензурним словом. Яке це слово? Ну, бодай скільки там букв, Ну, скажіть. я так понимаю, в прямом эфире, ну, нельзя Не говорить. можно, Это скільки там слово букв? из 5 букв, которые поют украинские футбольные болельщики. У меня вообще есть мысль, что это слово уже перестало быть матом, оно уже во всем мире известно как обозначение этого кровавого диктатора. Ну, даже есть идея, что было бы прикольно вот эту вот песню украинских болельщиков послать на Евровидение. Это был бы такой ненасильственный протест против оккупации Крыма, Донбасса, геноцида крымских татар, потому что вот именно ненасильственно, да, то есть культурный. Де ваші нині рідні та батьки знаходяться? Ну, мои родственники сейчас находятся в Донецке, но они как бы далеки от политики, и я как-то, ну, в общем-то, понимаю, что... Ну, але тримаєте з ними зв'язок? Да. В Криму хтось лишився з ваших знайомих, друзів, з ким тримаєте Ну, в зв'язок? Крыму остались друзья, их очень мало, но именно мне события марта 2019 года показали, кто есть настоящие друзья, а кто люди, которые ситуативно общаются, и, в общем-то, в такой момент они все очень проявились. Так что, на самом деле, я судьбе благодарен, да, а она мне очень хорошо показала, кто есть кто на самом деле. У нас є дзвінок від нашого глядача. Давайте приймемо його. Доброго вечора. Як ви нас чуєте? Ви в ефірі. Витаю, это Луганщина. Да, витаю. Вот меня очень удивляет ваша такая искренность каждый раз. Каждый раз вы такой искренний. Когда вы искренний, а когда не искренний, не поймешь. И вот это вас вы не знали целых 6 лет. Я вот смотрю, якут, вот этот якут, Александр Габышев живет, ну, как бы мне кажется, у него меньше возможностей узнать, что происходит и в мире, и в России, и вообще. И он как бы продвинутей вас. В информационном плане он понимает, кто такой Путин, что происходит в России как-то. А вот ваши эти отговорки о том, что вы как-то однобоко получали, ну, не знаю тогда, кто из вас чукча тогда больший. Да я могу на этот вопрос Пожалуйста. ответить. Как я уже сказал, ну на самом деле я в 2013-2014 году политикой, всеми этими явлениями реально не интересовался. Но чтобы вы понимали, то есть я, допустим, отказался там, от предложения работать в аппарате Бориса Колесникова, когда он был вице-премьером, потому что мне интересно было жить именно в Ялте. И на самом деле как бы есть такое понимание, что ну, не впускать в слой своего мира негативную информацию. И я как бы, когда жил в Ялте первые годы, я больше интересовался вот морем, прогулкой по лесу, катанием на теплоходе. То, что шаман Александр Габышев продвинутый, ну, я вам так скажу, ну, для нашей вот стратегической цели я, допустим, понял, что это оккупация, что это зло, ну, раньше, чем март 2019 года. Но если бы я это озвучил раньше, мне бы, допустим, не удалось пообщаться лично там с Тумановым, поучаствовать в кампании, вот именно попытки закрыть Ростенко, раздобыть кучу материалов. И если мы посмотрим историю в целом, да, то благодаря всем этим событиям я как бы чудесным образом все-таки оказался в Украине. Я как бы привез сюда очень много интересного, которое поможет как бы всем конструктивным силам Украины выиграть информационную войну.
и вернуть Крым, да. Ну а шаману Габышеву я хочу пожелать успеха, чтобы он все-таки уничтожил этого демона зла Путина, и как бы те здоровые люди, которые в России остались, я считаю, что они тоже как бы заслуживают, ну, на какую-то нормальную жизнь. І ще один телефонний дзвінок від нашого глядача. Доброго вечора, ви в ефірі, будь ласка. Так, ви в ефірі, доброго вечора. Як нас чутно? Зв'язок дуже поганий. напевно. Зв'язок дуже поганий. Повторіть, будь ласка, своє питання. Звідки ви представтесь? Я з Маріуполя, мене звуть Іван. Так, вітаємо, Івана. Будь ласка, ваше питання. Я хотів би, навіть не так питання, я хотів би більше поблагодарити Євгенія, цього города Маріуполя, за те, що він показує, що Донбас – це Україна. Он родом из Донбасса, да, из Донецка. Да, Донецьк. И мы город, и огромный ему... Ну, це дзвінок вдячності. Але попри це, дякую вам дуже за Да, ваш тоже дзвінок. дякую. Мариуполю респект. У меня в Мариуполе друзья, то есть есть хорошие, с которыми до сих пор общаюсь. И, кстати, вот общался именно вот с друзьями из Мариуполя. И они рассказали, что именно сейчас при новой Украине город действительно стал красивее, лучше меняться. И даже что-то происходит в плане решения экологических проблем. А я думаю, этот опыт будет полезен, когда будет Россия изгнана из Донбасса, чтобы решить те экологические проблемы, которые она там устроила. Знаєте, я, попри ваш дуже класний шарфік, попри дуже класний Это мне браслетик, подарили на Майдане Незалежности, подошла тетенька, вот взяла и мне повязала на руку. Это как, некий знак я воспринял, это крутое событие. але попри це я все одно дуже обережно ставлюся до людей, які кричали на площах «Крим наш, спасіба Путіну за возвращення», а сьогодні так різко перефарбовуються. Ну, вибачте, це такий я вам можу факт. То у мене питання, дивіться. Є дуже багато випадків, дуже багато, реально, зокрема і серед кримських татар, за їх проукраїнську позицію, до них вривалися силовики додому. Є випадки, коли цих чоловіків, громадські активісти, просто журналісти, просто звичайні громадяни, які відмовилися вивішувати російський прапор, їх або засуджували, або над ними знущалися, або їх вбивали. У мене питання одне до вас. Чому ви живий? Я хотел бы начать с того, что по поводу переформовался, так? Давайте вот такой пример приведем. Вот есть, допустим, школа, есть программа 1 класса, есть программа 11 класса. Если вы спросите у первоклассника вопрос там, из квантовой механики, он вам не ответит. Если вы спросите у 11-классника такой вопрос, уже что-то можно узнать. Вот то же самое. В 2014 году, грубо говоря, у меня уровень знаний 1 класса, позднее уже намного больше знаний. Что касается, почему я живой, ну, наверное, потому что я... Просто чому саме вам дали можливість вижити, навіть не в мне буцегарні? никто не давал... А вас депортували. Ну це, вибачте, це помилування, можна так Мне сказати. никто не давал возможность... Але ви різкіше виражаєтесь проти Путіна, проти окупаційної влади. Деякі громадські активісти, наприклад, Наріман Мемедімінов, він взагалі сидить за просто пост в Фейсбуці про підтримку, про зібрання. Да? Тобто там жодного слова не було проти там якогось образливого. Тобто, а ви без фільтру валили на Путіна, валили на Аксьонова, але знов ж таки живий, здоровий і депортований. Я хочу сказать так, что никто... Мені це не зрозуміло. Може, ви никто засланий казачок? Ни в коем случае. Мне никто возможность выжить не давал. Я думаю, мы где-то, может быть, через месяц с вами еще раз встретимся, и уже появится возможность рассказать, как мне удалось спастись именно из вот тюрьмы в Краснодарском крае. Потому что они меня хотели в еще более жесткие условия, чем сидят люди в России, отправить именно в Донецк, в подвалы, потому что мне прямым текстом говорили, что вот нам сейчас приходится по обмену отдавать Асеева, и мы тебя отправим в обменный фонд. И то, что я оттуда смог спастись, это реально уникальное просто явление. И еще хотел сюда добавить, почему, допустим, мне помогало как-то, может быть, выжить вот в 2019 году после там мартинского моего перформанса. Ну, потому что я, во-первых, там очень много знал и знаю, как оно, что происходило в 2014 году, в 2015. Я еще вам хочу сказать то, что я знаю именно ключевой момент слома вот сакральности путинских силовиков. Вот смотрите, как у них модель. То есть Путин главный вор в законе, и там какой-то круг силовиков, которые вот беспрекословно выполняют его решения. То есть в том числе генерал Туманов, который закрывал Ходорковского. Это ключевой момент в истории России. И вот смотрите, приезжает Туманов, победитель Ходорковского, любимый генерал Путина, закрывать Ростенко.
А потом в Москву летит Аксенов и говорит: ты же мне за 2014 год обещал там какой-то один раз там шанс что-то изменить. Отпусти Ростенко, он мой близкий. И Путин отпускает Ростенко и ломает, получается, через колено Туманова. И теперь в России создан прецедент, что какой-либо криминальный клан может поперек вот устоявшегося у них правила принятия решений откупить своего вот члена. И я так понимаю, что я как бы уже понимаю, к чему все идет и как оно идет. Я эту информацию передавал там, допустим, там и там за рубеж людям, там и в Норвегию, в Германию, в Україну, то есть и говорил У людям... нас телефонний дзвінок. Давайте Да, приймемо і потім да. продовжимо тему. Да. Доброго вечора. К чему идет и как оно идет. Я эту информацию передавал там, допустим, Іде затримка там, по и там звуку. Я одразу за хочу рубеж попросити людям, там, в нашого Норвегію. глядача вимкнути телевізор і суто по телефону нас слухати, аби не було затримки. Доброго вечора. Давайте спробуємо з вами зв'язатися. Чуєте ви нас? Да, чую, да. Да, будь ласка, просто ехо йде, я чую, що ви з телевізора нас дивитесь. Будь ласка, представте, звідки ви і ваше питання. Не було затримки. Доброго вечора, давайте спробуємо. Это с Крыма вас беспокоит. Я Марлен. Да, Марлен, будь ласка, ваше питання. Я хотел бы прокомментировать. Будь ласка, представте, звідки ви і ваше питання. Не було затримки. Доброго вечора, давайте спробуємо. Это с Крыма вас беспокоит. Я Марлен. Марлен. Да, это... я хотел По бы звуку, да. прокомментировать. Зробіть просто тихіше комп'ютер і слухайте нас суто через телефон. І, будь ласка, коментуйте. Хорошо, ага, это... я хотел бы прокомментировать и сказать, что предавший раз предаст и дважды. Маєте репліку, будь ласка. Марлен на прямому зв'язку зараз. Я хочу сказать, что я не считаю себя предателем, и я действительно никого не предавал, потому что, опять же, в 2014 году именно то, что было захвачено Януковичем, Лебедевым власти, то, что была развалена армия Украины, ее обороноспособность, просто оставили людей беззащитными, которые даже не могли как-то вот, им некому было защитить, они просто оказались перед фактом, что вот зашла Россия. Я, опять же, никому никогда не давал присяги, я вольно определяющийся. И какого-то еще раз предательства я тоже как бы не совершал, потому что я считаю, что я разоблачил обман, да? То есть можно так сказать, что я в Слухайте, легкой... ви так гучно сказали, розоблачили обман ще у 2014 році, коли ми побачили всі війська. Ну, это вы разоблачили, а в вакууме, тем более, что я был, опять же, от этого всего далек. Слухайте, телеканали ж там є, супутникове телебачення є, наприклад, АТР на супутнику там транслюється, соціальні мережі, Фейсбук, BBC, усі міжнародні партнери, усі якісь інші, всі взагалі країни трубили Я в голос всего про этого не анексію. смотрел. У меня в Фейсбуке появилась страничка первая в 2016 году. Я до 2017 года ходил с телефоном Nokia N86. Я вам честно скажу, что я реально был от многого далек. Я за свои слова отвечаю. І от в мене тепер ще одне питання. Знову ж таки, я повторюсь питання те саме, як я на початку сказав. Ви журналіст. Да. То якого ж дідька ви таке коїли, якщо ви себе звете журналістом? Журналістика – це баланс думок, це збір, аналіз з першого боку і з іншого боку, і з усіх сторін. І викладання балансу думок. А ви виходить так, що з 16-го року, з 17-го, під час анексії називали себе журналістом, але ж, по суті, ви пропагандистом тоді були? Ну, я, скажем так, был сотрудником пропагандистского издания, когда я работал в «Комсомольской правде». И именно потому, что я понял, что это пропагандистское издание, когда нам озвучивались требования 5 раз в день упоминать Аксенова, когда были огромные стоп-листы, чего не писать, я оттуда ушел. Потом я работал в примечаниях. Ось дивіться, ми зараз бачимо кадри, якраз це початок анексії Криму. Тобто ви не бачили цих кадрів? Ці кадри облетіли весь світ. Тобто так званий референдум, так зване волевиявлення кримчан, кримців. Але попри це волевиявлення ми бачимо людей, зелених чоловічків з автоматами, купу вертольотів, бронетранспортери. Ось бачимо, як референдум проходив, як проводився захват ось цих всіх, захоплення цих всіх адміністративних будівель. Мені настільки просто зараз не те, що не віриться. Ми тут в Києві були в вакуумі, я вам чесно скажу. Коли ще був Янукович при владі, ми були в вакуумі, але ми знали, що Янукович гамно, вибачте мене. Але там сидіти, коли всі б'ють на сполох, коли під будівлею Верховної Ради в Криму в Сімферополі зібрався мітинг
проплачені алкоголіки якісь з російськими прапорами, тунеядці, які просто кричали те, що їм сказали. Кримські татари кримські з українськими прапорами. Ну це бачив весь світ. Як ви цього не бачили, живучи в Криму? Про противостояние в Симферополе я слышал, но я к нему серьезно не отнесся. Кадры с вертолетами я вот только что увидел в первый раз. Я вам так скажу, я 13-14 год, до тех пор, пока я вот в апреле начал участвовать при секретаре в народном единстве, у меня вообще не было денег, ничего, у меня не было интернета, у меня был телефон Nokia N86. И я вам честно скажу, я тогда как-то особо не интересовался, я посмотрел, ну вот люди что-то там добиваются, ну прикольно им. А ви спілкувалися з місцевими? Я спілкувався. Тоді. У І що них тоді казали? они какие-то, знаете, была какая-то эйфория, какое-то у них странное было мировоззрение. Подходили люди и говорили, это какое-то, ну вот реально говно происходит. Я думал, ну такое мнение, но большинство говорило, что вот не говно, да. Я вот обо всем этом, чтобы это было понятно, как оно работало, я написал книгу. Я как бы, ну вот планирую, чтобы эта книга была издана, ее вот сейчас читают ребята с Крым Реалии, с Радио Свобода, да. Вот, и в книге я очень подробно все это описываю, какое было, ну, массовое помешательство, которое, ну, мне, опять же, казалось чем-то, ну, обыденным, нормальным явлением, да, и как оно постепенно, шаг за шагом происходило понимание и осознание. А чим зараз займаєтесь? А чим заробляєте на життя? Ну, поки що нічим, ну, от мені люди там трошки допомогли, так, там, мої там друзі, ну, щоб я тут, ну, щось там було там поснідати, так. Продовжимо ще розмову. Дзвінок у нас є від нашого глядача. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ваше питання, коментар, будь ласка. Доброго вечора. Я телефоную з міста Києва. І я хочу сказати, я все-таки дивлюся, телефонувала до того, і хочу сказати Гавриловську, нічого сюди їхати. Скажу на русском языке, я вижу, смотрю, что он прожил в Украине всю жизнь и не знает украинского языка. Я обращусь на русском языке. Пошел вон с Украины. Нам ниты эти не надо. Ты не ребенок. Дети понимают, что такое Украина, что такое Родина, что такое предательство. И нечего сейчас тут замаливать всем глаза, уши и сыпать вот эту грязь. Не нужны нам такие предатели Украины. Иди целуйся с Путиным. Из-за таких, как ты, погибли ребята. Сидят в тюрьмах и погибли. Многих убили. В Крыму татар, которые являются, которых Крым является Украиной. И такие швали, как ты, которые заселились в Украине, в Крыму, и в России их хватает. Нечего делать в Украине. Я прошу тебя, чтобы такие, как я, не поднимались и не душили вот такую шваль. Убирайся отсюда. Нам хватит дерьма здесь. Самим бы справиться с тем, что осталось. Ты не понимаешь, что сейчас теленочком показываешь себя теленочком. Ты предатель. Ты предал, и ты ничтоже, значит, тебя смотреть противно. Не то, что с тобой разговаривать и слушать еще по каналах ТРК. Почули вашу думку. Я вам дякую за дзвінок, емоційний дзвінок, але я Я одразу... на этот вопрос тоже могу ответить. Але я одразу хочу сказати, що ми живемо в Україні. Тут є Так. свобода слова. Ми Так. не Росія, ми не окупований Крим. І ми маємо право тут ставити будь-які питання, і маємо Так, і право це дуже реагувати. добре. І враховуючи на те, що ще кілька років тому ви кричали «Крим, Росія», а зараз дуже явно, гарно. Знаєте, у нас тут на материку є такий вислів «псевдопатріот». Це коли людина виходить на трибуну Верховної Ради у вишиванці ось таким от гаслом «Слава Україні! Героям слава!» і так далі, а насправді з Росією торгує. Тому у мене особисто довіри немає. Тому я тут з вами спілкуюся суто як журналіст і приймаємо усі дзвінки без фільтру. Тому, будь Це ласка, дуже коментуйте те, що почули. Ну, во-первых, хочу сказать, что я очень благодарен за этот звонок, потому что самое страшное – это равнодушие. То, что у людей самые разные точки зрения, это привлекает внимание к Крыму, да, это усиливает внимание к Крыму, а значит и приближает деоккупацию Крыма. Второй момент. Я считаю, что чтобы судить человека, да, надо пройти в его сапогах 7 лет. Я, допустим, не позволяю себе каких-либо высказываний о людях, которых я не знаю. Допустим, там Аксенова, Ростенко, там действия Путина я очень подробно и глубоко изучал, и поэтому я считаю себя в моральном праве давать какие-то оценки. То есть то, что я абсолютно готов к такой реакции на меня, да, то есть я считаю, что главный результат. Я категорический противник того, чтобы торговать
с Россией, да, то, чтобы выходить в вышиванках и заниматься псевдопатриотизмом. И вообще, как бы после того, как я там, пожил 6 лет в оккупации, если честно, ну, слово патриотизм, ну, вот есть такой термин зашкварное, да, вот именно там, в российской, так сказать, парадигме, оно стало зашкварным. Вишиванці, кажете, не любите, а самі з И шарфиком вышиванцы прийшли. я люблю, я к тому, что, как бы, ну, во-первых, вышиванка – это показатель определенной культуры, да, то есть и уважения к человеку, потому что вот, смотрите, в Украине вышиванка, то есть некая красивая одежда, это любовь к себе, это позитивно, символ украинской одежды, да, а в России какой символ? Ватник, то есть это не любовь к себе, это отсутствие ценности человека, это человек как расходный материал для империи. Даже вот это вот сравнение ватник-вышиванка, оно очень многое говорит. Добре, почув ваші думки. Давайте на сам кінець я підготував тут кілька питань, такий свій бліц влаштуємо. У нас якраз лишається 4 хвилини до кінця ефіру, тож готові, так? Да, Тут небагато питань. да, Отже, попрошу відповідати дуже швидко. да. Чий Крим? Україна. Кримсько-татарська автономія, так чи ні? Так, Ялта чи Донецьк? Ялта. Путін чи Зеленський? Зеленский. Зеленський чи Порошенко? Зеленский при условии, что он Крым вернет и будет действовать реально в интересах Украины и прекратит всяческие контакты с агрессором Путиным. Висока зарплата та посада в Криму чи безробіття в Києві? Работа в Крыму после возвращения Крыма в Украину. А якщо висока зарплата та посада в Криму, зараз чи безробіття у Києві і повний нуль? Але маючи високу посаду та зарплату у Криму окупованому. Мне предлагали большие деньги в Крыму, чтобы я остался с россиянами, я отказался. Повторіть слово «паляниця». Поляныця. Продовжіть фразу «Слава нації», Смерть ворогам. «Слава Україні». Героям слава. Ось так ми пройшли детектор Бандери. Ну це я жартую насправді, аби так трошки на позитиві завершити цей ефір. У нас ще 3 хвилини лишається до завершення ефіру. На сам кінець все ж таки, так, аби вже згладити трошечки, як ви зараз виживаєте, чи є вже якісь пропозиції на роботу, і взагалі чи плануєте бути тут журналістом, чи блогером і так далі? Ну, мне, конечно, было бы интересно писать для ведущих украинских и международных изданий. Как бы сейчас есть такой мощно развивающийся проект M-News международный, там Игорь Эйдман, знаменитый редактор, вот с ним как бы сотрудничаю. Потому что, ну, я считаю, что как бы мои знания нужно максимально использовать для победы в информационной войне с Россией, поэтому я с большим удовольствием бы писал. То есть я предварительно говорил с ребятами из Крым реалий, да, то есть вижу, как бы тут и другие есть ресурсы, с которыми, ну, может быть диалог. Поэтому, ну, пока что я, грубо говоря, в нуле, я жду, когда мне сделают справку переселенца, все документы, потому что, ну, без бумажки как бы и тут. Но в отличие от России, здесь без взяток быстро и качественно делают документы. Ну, паспорт України у вас є. Конечно. Да. Добре, дякую вам дуже за те, що прийшли. Дякую, що І вам дякую. Дуже цікавий ефір. Дякую. І сподіваюся, що все ж таки ось ця візуалізація патріоту все ж таки головне буде ось тут. Звичайно. У серці. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам дуже. Євген Гайворонський, журналіст та блогер, був гостем цієї години в нашій студії. Знову ж таки, запросили його до цієї студії, бо багато, ось бачу, коментарів пишуть, на що ви його запросили і так далі. Ну, я нагадаю, що ми живемо в Україні, свобода слова. Ми маємо показувати усіх людей, які кричали, раділи Крим нашу, зараз радіють Україні, і маємо виводити усіх людей на чисту воду. Саме для цього і є телеканал АТР, без цензури, без жодних якихось перекосів в інформаційній політиці і так далі. Тому, будь ласка, пишіть нам на Фейсбук, підписуйтесь на сторінки. І у нас лишається 2 хвилини до кінця ефіру. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що вже всі, практично усі, і колеги наші, і взагалі українські ЗМІ, шириться інформація про те, що АТР може взагалі пропасти з сигналів супутника. На жаль, це ймовірно і, на жаль, це правда. Як ви бачите, ми скоротили кількість ефірів через те, що ми досі не отримали обіцяне і проголосоване держфінансування від України. Народні депутати ще у 2018 році у грудні проголосували за надання державної підтримки, і досі ми цю підтримку не отримали. І саме від цієї підтримки залежить проплата за супутник і проплата за оренду цієї будівлі і так далі. І ми запустили донейт. Ви зараз бачите на наших екранах номер картки. Ви можете саме туди відмовитись від чашки кави,
надіслати туди свої гроші. І тут навіть, знаєте, не в грошах справа, а справа в підтримці, в народній підтримці. Ми в майбутньому хочемо бути народним телеканалом, аби ми не залежали від тієї чи іншої влади. Ми хочемо нести чисту інформацію, без цензури, і хочемо робити свою журналістську справу. Тому, якщо вважаєте за потрібне, підтримайте, будь ласка, АТР. Ми цьому будемо дуже і дуже вдячні. Я дякую всім за увагу, я дякую всім за дзвінки, за те, що писали нам. І залишайтесь з АТР. Завтра ми так само продовжимо прямі ефіри у вечірніх слотах. Мене звати Олег Борисов. Дякую, що були з нами.